Встретили очень хорошо, очень круто. Спасибо местным СМИ за теплый прием. Все хорошо, все отлично. Специально для 5-го канала горнолыжная база Шимбулак. Радушным приемом остались довольны не только группа поддержки, но и сами спортсмены и тренеры. Шикарные условия проживания, отличное питание. Словом, все, что подготовили не наши чиновники, а казахстанские, на высоте. Отечественное госагентство спорта и подведомственные организации провалились по всем показателям. На открытии сборная Кыргызстана была самой пестрой. Дело не в яркой форме, а в ее отсутствии. 9 спортсменов одеты по-разному. Сноубордисты в белых куртках, штаны у каждого свои. Лыжники в другом, фигуристка в третьем. Универсиада, к слову, всемирная. Здесь собрались представители 59 стран. Это престижнейшее спортивное событие. Но профильное ведомство не посчитало мероприятие настолько значимым, чтобы потратиться на новые костюмы. Многие из них, они дальше летят в Японию на азиатские игры. И то есть экипировка, зимняя экипировка, она по положению она выдается раз в 2 года. И поэтому то есть было принято решение, то есть на азиатские игры выдать эту форму. Потому что сейчас же у нас есть система тендера. Сами знаете, в январе никто что-то не открывает. Там нюансов очень много. Наплевали чиновники и на внешний вид спортсменов, и на их снаряжение. Вряд ли после просмотра этого видео хоть кто-либо решится сказать, что обеспечил ребят всем необходимым. ВАКС-кабина Казахстана. Можно еще чехлы показать. Чехлы? Вон еще сколько лыж в чехлах стоит. А, еще в чехлах стоят лыжи? Еще второй рум тоже. Оказывается, у них еще и в чехлах лыжи стоят. ВАКС-кабина Кыргызстана. Вот столько у нас лыж. Ни сменных лыж, ни смазки. Тренер у биатлонистов и лыжников. 1 на 2 сборные. Вчера, к примеру, старт в 2 дисциплинах дали одновременно. Наставник бегал туда-сюда. Мы же биатлонисты. Ездим на коньковых лыжах. Обежали здесь классикой 10 километров. Вот. А для классики лыж у нас вообще нету. В день старта мы тут бегали, искали у казахов, занимали лыжи. Внимание заслуживает и подготовка спортсменов. Биатлонисты занимаются в Воронцовке. Тренировочная база, дом тренера и ближайший склон. Экипировка за счет спонсоров. В стране вообще нет ни одного стадиона, ни лыжного, ни биатлонного. Трассы готовим сами. Хорошо, хоть снегоход купили. На снегоходе делаем 2-3 трассы в горах и катаемся. Стрелять нам вообще негде. В тире на лыжах же в тире не будешь кататься. Говорить о тратах в Госагентстве спорта не захотели. Отправили на сайт. Информация о том, сколько потрачено на универсиаду, мы не нашли. Отчитались лишь по азиатским играм, на которые большая часть спортсменов плюс сборная по хоккею отправится чуть позже. Без малого 9 миллионов. Командировочные расходы на 39 человек. Сколько уходит на свиту сопровождающих чиновников, естественно, в официальных документах не упоминается. Дарья Тимофеева, Кубанычбек Мамытов, 5 канал.